Перед дискуссией доклад о работе оленеводческих хозяйств республики. В Коми их 5. Исследователям необходимо видеть общую картину. В этот раз участники посвятили семинар традиционному землепользованию. Тема практически не изучена. В исследованиях обычно обращали внимание на то, как изменение состояния мерзлоты влияет на инфраструктуру и промышленное и экономическое развитие регионов. А что насчет коренных народов и оленеводческих хозяйств? Идея собрать ученых из разных стран в Воркуте пришла профессору Гамбургского университета Отто Хабеку. Он считает, в освоении арктических территорий арктического шельфа именно у России ведущая роль. Нужно лишь не забывать об экологии. Россияне просто занимают 50% арктического этого шельфа, насколько я знаю, или почти 50%. Но дело и в том, что, конечно, сейчас потепление климата и сам факт, что северный морской путь, что он будет более доступный, да, или более легко доступный, экономически более легко доступный, это играет большую роль. Так что я ожидаю, что экономическое развитие на самом побережье, что он оживляется, да. Конечно, это и имеет экологические последствия, о которых нужно и заранее подумать. Финляндия, Германия, Эстония и Россия – участники семинара «Ученые с мировым именем». На одной площадке социологи, экологи и представители оленеводческих хозяйств. Научное событие объединило их не случайно. У каждой из сторон свои представления о свойствах ландшафтов с многолетними мерзлотными грунтами. Позади у большинства изучения северных особенностей ни одной страны или региона России. Им предстоит сравнить состояние мерзлоты в Воркуте, к примеру, с Ямалом. Нашим зарубежные коллеги говорят, здесь есть кем обменяться знаниями, а главное – перенять российский опыт изучения и недропользования арктических территорий. Россия играет очень большую роль в этом процессе, потому что ей принадлежит большая часть арктической наземной зоны. На Западе есть ложное впечатление, что все делается хорошо, но я узнал многое, чему Запад вполне мог бы поучиться у России. Например, там сейчас уделяется слишком большое внимание климатическим изменениям и недостаточно другим переменам на Арктике. В этой группе люди представляют всю сложность ситуации. Я счастлив быть здесь. Отдельно ученые затронули тему освоения арктического шельфа. У России в этом процессе главная роль, поскольку именно ей принадлежит большая часть арктической наземной зоны. Поэтому и традиционное, и новое недропользование на севере. Все должно работать и сосуществовать. Таисия Жакова, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.